Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Пшара. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Сухумской средней школе номер 1 имени Баграта Шенкуба открылись классы русского языка и литературы. Ушла из жизни мать героя Абхазии, добровольца из Кабардино-Балкарии Гены Карданова, Лейла Карданова. Географический диктант прошел в представительстве дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В Москву с богатейшей театральной программой приехал русский драматический театр имени Фазиля Искандера. Депутаты Народного собрания Беслан Халваш, Винори Бебия, Тимур Шергеля и Беслан Эмурхба по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина принимают участие в международной конференции «Роль взаимодействия фракций, политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», которая проходит в Москве с 1 по 3 декабря. На пленарном заседании конференции выступил депутат парламента Беслан Халваш. Затем в рамках программы конференции состоялась встреча с председателем Комитета Госдумы по обороне Андреем Картополовым. Они обсудили ряд актуальных вопросов и выразили готовность к дальнейшему укреплению и развитию межпарламентских связей. О российско-абхазском сотрудничестве шла речь в интервью первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, которое он дал абхазскому телевидению и телеканалу Абаза. Смотрите интервью в нашей программе 3 декабря сразу после новостей. Зила Шаби, мы очень рады вас приветствовать на нашей программе и что вы нашли время пообщаться, ответить на наши вопросы. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность побеседовать с вами. Спасибо. И табук дарится. Утверждение об изменении наименования аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба не соответствует действительности. Международный аэропорт Сухум, согласно ряду нормативно-правовых актов, носит имя Владислава Григорьевича Ардзинба. Это название фигурирует во всех документах, касающихся деятельности аэропорта, отметил министр экономики Теймураз Микваби в интервью нашей программе. Есть ряд нормативных правовых актов, которые говорят о том, что международный аэропорт Сухум, его полное название – это Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. У нас есть закон о наименовании географических объектов 2017 года. В рамках этого закона устанавливается, каким объектам в каком порядке могут присваиваться наименования. Среди них выделены как раз аэропорты. И Кабинетом министров Республики Абхазия постановлением от 25 октября 2023 года номер 157 было установлено присвоить международному аэропорту в селе Бабышира Гулерипского района следующее наименование: Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Это, исходя из нашего законодательства, самый главный документ, который говорит о том, как именно надо и как можно называть сам объект аэропорт. Другого названия у него не существует. Также мы в информации, которую давали вчера, обращали внимание на ряд других документов, которые не устанавливают название, но которые так или иначе упоминают либо аэродром, либо аэропорт. И среди них межправительственное соглашение 2023 года между правительствами Абхазии и России о восстановлении аэропорта и возобновлении авиасообщения. Там тоже упоминается Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Ранее принимался ряд актов, с которых в принципе пошло упоминание международного аэропорта вместе с именем Владислава Григорьевича. И первое – это постановление Кабинета министров от 16 апреля 2010 года об увековечении памяти первого президента Республики Абхазия. Здесь устанавливается, что республиканскому унитарному предприятию, то есть не самому объекту, ни имуществу, ни аэродрому, ни взлетно-посадочной полосе, а унитарному предприятию государственному
необходимо заменить название. И новое название с 2010 года звучит Республиканское унитарное предприятие «Международный аэропорт Сухум» имени Владислава Григорьевича Ардзенба. И органам исполнительной власти этим постановлением давались поручения привести учредительные документы РУПа в соответствии с данным обозначением, что и было сделано. А также есть постановление 2019 года, номер 111, в рамках которого руководством Республики Абхазия было принято решение о присвоении нашему аэропорту буквенного кода. Это код, который требуется организациям и органам, в том числе других государств, в сфере гражданской авиации, для того, чтобы связать между собой два аэропорта воздушным сообщением. И было принято решение Международному аэропорту Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба для выполнения международных полетов воздушных судов присвоить буквенный код с наименованием УРАС. То есть это вот самые главные документы, в которых Международный аэропорт Сухум не упоминается без имени Владислава Григорьевича Ардзенба, и никаких документов на текущий момент в разработке об изменении этого наименования нет и не было. Учитывая то, какую важную роль Владислав Григорьевич сыграл в создании и становлении современного абхазского государства, вряд ли кому-то в голову могла прийти такая идея. Спасибо. Бадра Гунба почтил память добровольца из Абхазии Гургена Григоряна, погибшего в зоне СВО. Прощание с бойцом прошло в селе Парнаут Гулрыжского района. В церемонии также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, исполняющий обязанности главы Гулрыжского района Саид Харазия. Руководители страны выразили соболезнования родным и близким погибшего и высказали слова поддержки. Ушла из жизни мать героя Абхазии, добровольца из Кабардино-Балкарии Гены Карданова, Лейла Карданова. Она практически каждый год приезжала в Абхазию, однако в последние годы в связи с преклонным возрастом дорога ей была не под силу. Правительство республики, а также представители благотворительного фонда «Помним» по мере возможности уделяли матери героя внимание. Старались окружить ее заботой и теплом. Память о женщине, воспитавшей защитника Абхазии, навсегда останется в истории нашей страны. 15 классов русского языка и литературы появились в школах Абхазии при поддержке Минпросвещения России. 2 из них открылись в первой школе имени Баграта Шенкуба. Классы оборудованы всем необходимым, чтобы учащимся было комфортно и интересно изучать один из самых сложных и богатых языков мира. В этом убедилась Яна Шакая. В 14 школах республики создано 15 специализированных классов русского языка и литературы. Они открыты в рамках проекта «Россия. Мои горизонты», который реализует Минпросвещение России при поддержке Минпросвещения Абхазии и фонда «Моя история». Классы отремонтированы и оборудованы ноутбуками, интерактивной доской, полным комплектом учебной мебели, учебно-методическими и дидактическими наглядными материалами, словарями, художественной литературой, настольными играми. Мы очень благодарны за то, что нам сделали такой класс. Нам нравится будет в нем учиться, и он нам понравился. Мы хотим, чтобы по всей школе еще сделали нам такие классы, и мы будем очень рады. Спасибо тем, кто сделал нам этот класс. Так, проект предусматривает внедрение в классах цифровых ресурсов и программного обеспечения, разработанных отечественными производителями и применяемых в российских школах. Так здесь появился доступ к профориентационным диагностикам единой модели, профориентации «Билеты в будущее». В церемонии открытия приняли участие министр просвещения республики Хана Гунба и представители фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». Мы очень надеемся на то, что проект будет иметь продолжение. В рамках реализации продолжения данного проекта мы хотели бы реализовать такую же программу по классам математики, физики,
Также мы, Министерство просвещения, планируем такие же классы реализовать по абхазскому языку и литературе. Действительно, многие годы учителям приходилось в сложных условиях преподавать в школах, но все это меняется. По мере возможности мы стараемся охватывать и сельские школы в том числе, для того, чтобы хорошие условия дошли до каждого ученика нашей страны. Фонд «Моя история» при поддержке обоих министерств, при поддержке лично министров Сергея Сергеевича Кравцова и Ханны Владимировны Гунба в этом году запустил новый проект, он называется «Россия. Мои горизонты». Одноименный проект тому, который существует в Российской Федерации. В России это проект для школьников, который помогает им профориентироваться. Здесь же это проект, позволяющий обновлять классы, создавать специальные классы в школах республики, в первую очередь направлены на изучение русского языка и литературы. Русский язык является мостом дружбы и взаимопонимания между двумя народами, отметил в своем послании министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что всесторонняя поддержка в развитии качественного образования и создания современных условий для изучения русского языка для всех детей Абхазии будет продолжена. Всего 15 классов было поставлено более 8,5 тысяч единиц учебного оборудования и инвентаря. В перечень школ-участниц проекта вошли школы Сухума, Творчала, Гагры, Гарского, Гудаутского, Гулрыбского и Ачимчирского районов, в том числе все 4 школы-интерната республики. Яна Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Географический диктант прошел в представительстве дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Ежегодная международная акция от Российского географического общества проходит в онлайн и в офлайн формате с 30 ноября до 14 декабря включительно. Подробности в материале Аэлиты Арутюнян. Географический диктант – ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества, ставящая целью повышения интереса к науке и национальному наследию, также популяризацию географических знаний. Участие в диктанте могут принять школьники, которые уже начали изучать географию, студенты и в целом любой желающий. В этот раз площадка собрала порядка 25 участников, все они студенты АГУ. Географический диктант – это не в первый год у нас проводится, он уже проводится в 3-й раз. Я в 3-й раз уже участвую с 1-го курса. Географический диктант очень интересный, очень вопросы с каждым годом все интереснее и интереснее. Иногда сложные, легкие бывают. Вообще сама инициатива очень классная, крутая. Мне очень нравится принимать участие, проверять себя. Успехи мои, конечно, с каждым годом, я надеюсь, что будут лучше и лучше. Я на самом деле впервые участвую, и мне кажется, очень будет интересный тест. Я сама захотела принять участие в этом мероприятии. Мне кажется, что такие мероприятия нужны для общего развития. Юлия Красцова, директор представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии, рассказала, что диктант состоит из 40 вопросов. Одна часть относится к знаниям в области географии, а другая из вопросов на эрудицию и логику. Также некоторые вопросы посвящаются 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Это ключевая тема этого года. В 11-й раз уже проходит диктант от момента его организации. И эта акция уже стала традиционной на территории Республики Абхазия. Организатором в Республике Абхазия является Россотрудничество. Одной из площадок выступает представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В общей сложности проведение географического диктанта занимает час, а вопросы как в офлайн, так и в онлайн форматах идентичны, за небольшим исключением. Задания совпадают, и также они имеют привязку, некую специфику к регионам. Возможно, в отдельных регионах включается 4-5 вопросов, непосредственно относящихся к территории, где проводится акция. Вопросы, как уточняет Юлия Красцова, меняются каждый год, потому что они привязываются к каким-либо знаковым событиям в год проведения географического диктанта. С каждым разом в Абхазии количество участников растет. Республика Абхазия с Россией в очень дружеских, партнерских отношениях и откликнулись провести также на территории республики эту акцию, потому что исторически нас связывает много общих важных дат, много общих событий. Поэтому ребятам, которые у нас сегодня участвуют, будет достаточно интересно попробовать свои силы в познании тех материалов, которые предлагает диктант.
Организаторы акции в Абхазии – представительство Россотрудничества и дирекции Всемирного фестиваля молодежи при поддержке Министерства просвещения АГУ и Географического общества Абхазии. По итогам акции на сайте географического диктанта 21 декабря можно будет получить сертификат об участии с итоговым количеством баллов. Дирекция Всемирного фестиваля молодежи уже открылась в Абхазии. До конца года здесь планируют провести такие же занимательные мероприятия, как географический диктант. Различных мероприятий будет больше 20. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Главную елку страны начали собирать на площади Свободы в Сухуми. По расчетам специалистов, строительство каркаса завершат в течение недели. Установку главной елки страны проинспектировали глава администрации столицы Тимур Агрба и его заместитель Константин Тарва. Как сообщила инженер по благоустройству управления городским хозяйством столичной администрации Кама Кутелия, в этом году елка будет на 12 метров выше прошлогодней 30-метровой. Для нее уже закуплены новые игрушки. Традиционно в праздничные дни на площади пройдет и рождественская ярмарка. По просьбе горожан будет больше посадочных мест и несколько локаций для фотозоны. Световое оформление аллей, ведущих к площади, также будет обновлено. Добавят новые, произведут реставрацию и заменят старые гирлянды, которые не горят. Торжественное открытие главной елки намечено на 23 декабря. Распоряжением премьер-министра Владимира Делба Государственному управлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и природопользованию и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации в предновогодний период и период проведения новогодних праздников. Государственному таможенному комитету поручено в период с 1 по 31 декабря не реже одного раза в 3 календарных дня представлять в МВД сведения об объемах ввезенных в Абхазию ели и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших эти товары. Центральным и местным органам госуправления, унитарным предприятиям, госучреждениям и иным государственным организациям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки. Сотрудниками милиции выявлено 2 факта незаконного хранения наркотического вещества. Оперативные мероприятия по изъятию запрещенного вещества были проведены в Гагрском и Гудаутском районах. Жителю Гагрского района 1974 года рождения вменяется преступление, предусмотренное частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Магдисян Аганес Грачевич задержан сотрудниками уголовного розыска Цандрипского отдела милиции УВД по Гагрскому району по подозрению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере. Масса изъятого наркотического вещества марихуана составила 25,756 тысячных граммов, которые подозреваемый хранил в ветхом строении своего домовладения до обнаружения и изъятия сотрудниками милиции. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. На время предварительного расследования гражданин Магдисян ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Аналогичное преступление вменяется жителю села Куланаруха Гудаутского района Пилия Омару Тенгизовичу 1991 года рождения. Последний был задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гудаутскому району совместно с сотрудниками УКОН МВД Республики на посту ГАИ Бамбора. В ходе личного досмотра задержанного обнаружено изъято наркотическое вещество марихуана в крупном размере. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В Москву с богатейшей театральной программой приехал Русский драматический театр имени Фазиля Искандера. С 1 по 4 декабря столичные зрители увидят сразу 5 лучших спектаклей коллектива. Про уверенный старт гастролей в репортаже Гугу Цивардани.
Старт дан, примерный показ на легендарной сцене Малого театра. Спектакль «Пастух Махас» по новелле Фазилия Искандера, история в которой абхазский колорит, философская притча и тонкий юмор сливаются воедино. История внешне проста. Тихий пастух Махас мстит за поруганную честь дочерей. Но на сцене это разворачивается в мощное многослойное действо. Это не кричащая мелодрама, а глубокое, сдержанное, оттого еще более сильное высказывание о главном, о достоинстве, о клятве, о той самой непреложности традиций, которая становится стержнем личности. Режиссер постановки Олеся Невмежицкая очень тонко прикоснулась к материалу. Можно сказать, спектакль был поставлен в полноценном соавторстве с Искандером. А что касается античных героев, то я долго думала, потому что к этой новелле мне казалось, что нужна какая-то вертикаль. В общем, я начала искать Грецию, очень долго искала ее, что-то греческое, что-то Платона, диалоги. В общем, ходила я очень далеко, а потом в результате нашла это все у Фазиля Искандера. Там же у него есть такая маленькая пьеска, рукопись, найденная в пещере. Он сочинил эту историю, как бы сделав ее... как будто бы это было когда-то, да, как миф, как такую некую легенду, но на самом деле это просто сочиненная им история о том периоде, когда Сократ сидит в тюрьме и ждет казни, и приходит человек из Апсилии, то есть из Абхазии, и приглашает его избежать казни и уплыть вместе с ним в далекую Апсилию, то есть Абхазию, и таким образом спастись. И вот этот вот, как сказать, и автор единый у этих двух произведений, и страна, и как бы все вместе совпало. И как выяснилось, когда я стала читать, я была поражена, что и тема тоже как бы совпадает. Успех спектакля всегда рождается на стыке текста, режиссуры и актерского чувства. И особенно важно ощущение самих артистов, их связь и с материалом, и с залом. Актриса театра Ирина Делба поделилась тем, что значит для труппы эти московские гастроли и в чем, по ее мнению, секрет универсальности искандеровской истории. Ожидание праздника, ожидание счастья, каких-то положительных больших эмоций, потому что мы весь год ждали этой поездки. И вот наконец-то она произошла. Спектакль «Пастух Махас», где можно посмеяться и поплакать, увлечься событиями и замереть в ожидании развязки, задуматься о своем и развлечься, получая колоссальное удовольствие от настоящего театра. Но это, как говорят в театре, только первый акт. За 4 дня гастроли Росдрам представит в Москве всю палитру своего репертуара. От русской классики до магического реализма Маркеса в постановке «100 лет одиночества». И это не случайный набор, а продуманная программа, которая показывает лицо современного абхазского театра. Мы очень дружим с Малым театром и даже, можно сказать, уже породнились с Малым театром, потому что в следующем году в Щепкинском училище оканчивает обучение целевой курс для нашего театра. И в наш театр приедет целая новая молодая плеяда актеров Щепкинской школы, школы Малого театра. Поэтому для нас очень важно, что мы в Малом театре сегодня открываем наши гастроли. И еще, получается, 3 дня мы будем здесь. На самом деле, достаточно уникальная, мне кажется, программа и набор спектаклей. И здесь, на сцене Малого театра, мы можем показать наши спектакли большой формы. Не все то, что мы можем показать, скажем, в театре на Страстном. Здесь сцена позволяет это сделать. Поэтому мы привезли эти большие масштабные спектакли, которые очень любят зрители в Абхазии за ее пределами. Культурный мост между Москвой и Абхазией, выстроенный из искандеровской прозы, тургеневской психологии и абхазской души, открыт. И, судя по сегодняшнему вечеру, по нему готовы пройти очень многие. Руки красные, видите, сорвали все аплодисменты, просто на бис вызывали. Даже еще слезы, особенно последняя акапелла, просто фантастические. Были буквально 3 месяца назад на этом спектакле в городе Сухум. И даже не сомневались, когда узнали, что ребята приезжают с гастролями в Москву. Первым делом, мне кажется, мы купили одними из первыми эти билеты. Раз в полгода мы стараемся приезжать в город Сухум, и наш каждый отпуск не обходится без посещения Росдрама. Сильная постановка, чувствуется глубина, и мне очень понравилось, что показано мужество мужчин, мужество принять решение, мужество дать клятву и мужество воплотить это в жизни, не побояться, не отступить.
я честно скажу, я не так часто хожу в театр, мне далеко не каждый спектакль заходит. Но этот театр мне нравится глубиной и тем, что они несут вот такую классику, действительно не искаженную, без, скажем, в кавычках, авторского прочтения. Я большой фанат русского драматического театра. Всегда, когда приезжаю в Абхазию, его посещаю. Сегодняшняя постановка произвела большое впечатление. Я не думал, что настолько можно до глубины души раскрыть такую тему, которая, с одной стороны, делает твое настроение печальным, но потом за счет столь тонкой постановки дает тебе возможность и посмеяться. Каждый раз мы ходим в ваш театр. Да, потрясающая группа, актеры. Проект «Большие гастроли» – одна из ключевых программ Министерства культуры России, которая открывает дорогу лучшим коллективам. О том, какое место в этом плане занимают гастроли Сухумского театра и что они значат сегодня, нам рассказал представитель Росконцерта Владимир Черкасов. Если мы говорим про большие гастроли, собственно, по этой программе сегодняшний наш гость Москвы находится здесь. Это большие гастроли, зарубежное направление и Сухумский драматический театр в Москве на сцене выдающегося театра России, Малого театра. Это первый раз, когда этот театр, я думаю, он очень хорошо представляет лицо современной, так сказать, республики Абхазия, поскольку у него уже есть, у этого театра, свой зритель во многих регионах России. Поэтому я думаю, что он сегодня и в следующие дни в Москве представит республику Абхазия только с хорошей стороны. Пастух Махас задал высочайшую планку. Это не просто гастроли, это возможность показать Москве живое дыхание театра. Пастух Махас доказал, что настоящий театр – это не про место на карте, а про состояние души, про то, как история может стать зеркалом для каждого в этом зале. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В среду, 3 декабря, в Абхазии ночью возможен дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.